В Уфе открылось обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Работы были выполнены при поддержке Министерства здравоохранения Республики и благотворительного фонда «Лаки». Обновленное отделение открылось в городском перинатальном центре Уфы. Подробности далее. Вот даже можно на фотографии увидеть, какая большая разница. Вот смотрите, двери непрозрачные, очень старые, они 56-го года. Да, они крашеные, но они полностью блокируют обзор. А сейчас все пациенты реанимации как на ладони, а иногда и размером с нее. В кувесах за жизнь борются крошки, что поспешили раньше срока увидеть этот мир. А на стенах обновленного отделения фотографии тех, кто уже дома сделал свои первые неловкие шаги, как напоминание мамам, что надежда есть всегда. Меньше месяца ушло на то, чтобы преобразить место, где каждый день борются за жизни только появившихся на свет малышей. Во-первых, вдохновляет. И человек приходит на работу и приносит с собой радость. Он делится этой радостью и с пациентом. Он может поддержать маму. Мама, находясь в такой атмосфере, она верит в лучшее. Она понимает, что да, для ее ребенка делается все, что может современная медицина. Новые двери, свежий ремонт, полностью заменены электрика и сантехника. Строители поменяли подводку кислорода, установили современное освещение. Ремонт провел благотворительный фонд «Лаки». Организация помогает обновлять больницы по всей стране. Радостно и приятно видеть счастливые глаза врачей. Вот когда мы приезжаем на открытие отделений после ремонта, та забота, которую они видят, да, там, со стороны общества, да, о врачах, и это их вдохновляет дальше просто работать, работать и работать. Городской перинатальный центр посетила Карине Хабирова. Председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и Уфимский хоспис пообщалась с роженицами. В роддоме женщины находят время и для творчества. Карине Хабирова напомнила о проекте, который был создан, чтобы поддержать мам, открывших себе талант к живописи. У нас есть такой проект от фонда, называется «Мама рисует», поэтому присылайте свои работы, мы будем рады их увидеть. Городской перинатальный центр стал площадкой, где обсудили модель эффективного взаимодействия медучреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудничество, которое может быть в разных направлениях. Это и реабилитация, адаптация пациентов, реализация совместных проектов, таких как, например, тот же ремонт помещений. НКО приходят на помощь в том, чтобы организовать все это взаимодействие между нашими пациентами, между нашими врачами, и в то же время иногда подставить такое свое, знаете, такое надежное плечо для медицинских учреждений. Мы очень рады, что в это взаимодействие вовлекаются не только НКО, которые находятся на территории Республики Башкортостан, но еще и НКО, которые занимаются помощью в области медицины, медицинских организаций по всей стране, и они приходят из других городов к нам и сотрудничают с нашими учреждениями. Сотрудничество, которое в первую очередь отражается на пациентах. Некоммерческие организации могут быстрее адаптироваться под запросы, чтобы лечение проходило максимально комфортно для людей и ради людей. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов. Новости. Уфа.